Россия почалкан структур халкы tan karşı batı sen tehte boğaz молодежь больше. Biz bu abiyaş nahadir. İşte bazı kırdaka hemara salatla sen melkek yani sen değerli geçler diye maşak itnadı ve da şey şort bol afiyet bol sayar. Beyin çağırır. Ne ahdin bali nasıl olur da şey mersin atı olmuş. Да, вейн иман лод сабр лод. Сегодня исполнилось ровно 29 лет. Не с момента Астино-Ингурского конфликта, нет, не было никакого конфликта. Был геноцид ингурского народа, проживающего в пригородном районе. Была этническая чистка. Впереди шли, это я сам там был, я был очевидцем, я был в гуще этих событий. Впереди шли российские танки, БТРы, БРДМы, БМП, машины пехоты. За ними немощных стариков, женщин, детей зверски убивали, грабили все имущество осетинские мародеры. Сегодня власть имущие, законотворцы меня призывают, чтобы я соблюдал закон. Но если попраны мои права, если нарушены мои права, так сделайте так, чтобы мои права были восстановлены. Я обращаюсь сегодня к федеральному центру. Я обращаюсь к Южному федеральному округу, кто полномочен это сделать, устранить это. Хотя устранить это практически невозможно. Вот я буквально 11 месяцев тому назад был в Москве. Мне замглавы администрации говорит, что вот поступают такие противоречивые сведения, что там осталось вернуться 1500, 2000. На что я ему ответил? Тут вот председатель парламента сказал, что где-то 20 тысяч человек осталось. Но я его немножко поправил. Когда мы выходили оттуда, нас было 7 человек. Сегодня нас 28. Если оттуда вышли 70 тысяч небеженцев, их насильно оттуда выгнали. Если их было 70 тысяч, ну хотя бы это надо умножить на 4. На 4, хотя бы. Вот столько населения должны туда вернуться. Столько населения имеют право туда вернуться. Хотя нет у нас никаких прав. Во всяком случае, до сих пор не было. Мы в 2007 году были в администрации президента, на что наш руководитель попросил, чтобы в каждый населенный пункт возвращали по 30-40 семей, на что возразил Козак, полномочный представитель в Южном федеральном округе, тогда СКФО не было вообще, на что он вмешался и сказал, этого никак нельзя допустить, что может повториться 92 год. И Сурков Владислав Юрьевич, замглава администрации, тогда Собянин был глава администрации, он сказал, что давайте сделаем так, 92 год мы не можем повторить, давайте сделаем так. Мы будем возвращать каждый день по 2 семьи. С тех пор прошло уже 14 лет. И если бы мы возвращали по 2 семьи, это было бы уже где-то за 5000 семей. И вопрос бы был закрытый давно. И это его обещание тоже не было выполнено. С тех пор ни одна семья не вернулась туда. Ни одна семья, ни в один населенный пункт. Я задал свой вопрос, свой традиционный вопрос, и заместителю главы администрации, вы мне объясните, что такое закрытое село, кто его закрывает, кто позволил его закрыть, что это такое. Если я гражданин Российской Федерации,
И я имею право передвигаться по всей территории Российской Федерации. Я имею проживать в любом месте Российской Федерации, где я хочу. Если это не запрещено законом, там закрытые города бывают и так далее. Вот. И я говорю, почему есть закрытые села? Кто их закрывает, кто позволяет? Ну, ответа я, конечно, не услышал, хотя он мне сказал то, что все документы, которые я ему передал, весь наш разговор ляжет на стол главы государства, президенту Российской Федерации.